Знаете, за что я люблю пляж в Орловке? Ну, во-первых, я здесь вырос. Это самый ближайший пляж, который есть. Самый близкий пляж, получается, к моему дому. Это первое. Но этот пляж вообще сильно отличается от того, что было в моем детстве. Сейчас это супер удобное место, очень комфортное. Здесь вот такие вот топчанчики сделаны. Да, это платная история, но все равно это для комфорта. Кому это нужно, спокойно можно использовать. Также, видите, дорожки сделаны, лежаки. Есть душ, есть помыть ноги. Вот этой штуки очень сильно не хватало на море в моем детстве. Потому что выходишь из моря, ноги волосатые, переоделся в плавках, и весь песок в плавках. Как раз по-свежему сполоснулся. В перевалку заходишь, здесь вот такая вот штука, то есть можно на гвоздик повесить свои вещи, допустим, вот так. То есть в целом, получается, искупался, есть лежак, спокойно разместился без песка, да, вышел из воды, обмыл ноги, песок смыл, переоделся, чистенький, классно садишься в машину. Ну, на самом деле, это просто кайф. Пляж в Орловке, 3 девятки, я считаю, что он очень комфортный, очень классный, вода вообще суперская. Сегодня 7 сентября, смело залетайте, супер вообще, переодеваемся. Вот такая вот набережная длинная. Здесь есть кафе, можно зайти покушать. Очень комфортно. Вот стоимость аренды вот такого топчанчика, да, 1000 рублей, насколько я знаю, и 250 рублей лежак. То есть, в принципе, это для такого комфортного. Если вы по старинке хотите отдохнуть, покрывало спокойно на песок и отдыхаете, да, то есть по олдскульному. А так все оборудовано, и на самом деле это очень комфортно. Вообще раньше, когда мы приезжали, первая проблема это была: выходишь с моря с детьми, у всех ноги песочные, если все в машину завалятся, это вообще будет катастрофа. Брал с собой баклажки, вот это ноги обмывать. Сейчас, конечно, все это уже в прошлом. Вот есть туалет, смотрите, видите, туалет бесплатный. Захотите в туалет, вот тут же есть переодевалка, и следом вот здесь есть душ. То есть вы можете, в принципе, после моря выйти, спокойно принять душ, вот, и дальше пойти уже чистым, да, то есть смыть морскую воду. Вот такой вот пляж, довольно-таки длинный пляж. Там, между прочим, на той стороне пляжа очень много народу, судя по всему, вон там. Вот мы на той стороне пляжа обычно и купались. Обычно мы туда приезжали. Вода очень теплая. Песочек отличный. В общем, кто еще не был на море, если вдруг есть возможность, приезжайте на море. Вода очень теплая, прям очень теплая. Поэтому не откладывайте этот момент. Какое море без вкусных, классных чебуреков и кофе. Правильно? Правильно. Давайте сейчас пойдем. Я вам покажу место, где самые вкусные чебуреки в этой стороне готовятся. Здесь вот такое вот место. И вот так вот сворачиваете. Вот здесь есть чебуреки. Здесь всегда очередь. Мы просто днем народу меньше, но очередь всегда есть. Сейчас посмотрим. Вот чебуреки. Так, вот смотрите, значит, по ценам 160 рублей стандартный, ассорти 180 рублей. Кофе, соответственно, тоже, да? Там видно, как его готовят. Это янтахи делают. Смазывают. Чебуреки там дальше делают. Поверьте моему опыту, это очень вкусные чебуреки. Лучшие в этой стороне, поэтому если будете, обязательно попробуйте их, чтобы понимать, ориентироваться. Значит, блинчики, но я в этом не понимаю, вот в блинчиках. Давайте вот здесь есть вот свое интересное меню морское. Первое блюдо, да? Салаты вот 300, вот смотрите сами. Так, плов
по-узбекски 420. Шурпа 480, 400. Ну, в общем, 480 такое на первое блюдо, да, стандартная цена. Шашлык, курица, свинина, телятина. Вот, смотрите, вот здесь все есть. Морепродукты берутся из моря. Прям вот Логично. где мы купались. Там камни отодвигают, крабов берут, засовывают их в огромный качан. Не, если б тут Значит, ожидание какое? если б морепродукты брали с того моря, то там бы были только маринованные медузы, жареные медузы, вареные медузы. А краба ты видел? Вот такой огромный. Не видел. Так, это, наверное, нам. Это чай с интересной добавкой, да? Да. Черный, да? Только что мне сказали, как она называется. Как называется? На Н как-то. Н? Нават. Нават? Это сахар нават бывает. Вот это он. А, прикольно. Значит, я правильно сказала. Меджи, твой лимонад пришел. Давайте я. Лимонад. Заберите, Да. чтобы не мешало. Сейчас посмотрим, как чебуреки готовятся. Можно, да, зайти посмотреть? Салям алейкум. Кто у вас главный по чебурекам? Только мне вопросы не задавай. Секрет есть? Секрет. Он главный вначале. Она главная, да? лепим, да. Она говорит, что она не главная, поэтому я к вам обращаюсь. Что надо говорить? Не, просто показывать, что нужно делать. Ага. Кто-нибудь из того. Ага. Он начинает. А тесто какое? Обычное, да, тесто? Обычное тесто. Там с мясом чебуреки. Говорят, что вы главная здесь по чебурекам. Сметан сало. Уже сколько лет? С сыром. Уже давно же, да? Сколько лет? 21 год здесь. Так вот, с брынзой. По желанию помидоры. Это получается ассорти, да, называется? Ассорти, да. Быстро жарится, да, чебурек? Да, чебурек-то быстрее жарится, но я так минут 5. А чебурек? Чебурек 3 минуты готовит. Ну, қойдың алдың, оны қауырып отырмайсың. Яқ, видишь, 12 литров масла, оно быстро греется. Быстро А температура масла какая должна быть? жарится. Ой, сорама, не знаю. Қолымызды яқамыз, нет. Чисто проверяете рукой, да? Если гремит, значит все. Значит, готово? Тоже на янтах пойдет. Это на янтах? Да, вот янтах ставим. Янтах просто горячая поверхность, да? Да, вот чугунная плита. Угу. Маслом обмазываем, сметоса, и вот так сливочным маслом. Это сливочное Это масло? сливочное масло, так сверху мажем. Ага. Он дает вкус и быстрее печется он на плите от масла сливочного. А я вот не видел, чтобы так делали. Это секрет, получается, вы Это выдали секрет сейчас? крымских татар. Я думал, в конце его делают масло. Нет, где сыром здесь 2 или 1? 2. Вот так. Зрители стоят, ждут. Ну, они смотрят. Ага. Интересно? Да. Жарится, как красиво получается. Ну это как больше шумуш получается. Шумуш вот у ялыбойских, у них вот Чобан янтага. чубанянты, ага. Чубанянты. Вот так. Саунс. О. Так, первый тест. Складываем чебурек. Он не ломается, да?
Это очень вкусно. Ничего не хрустит, лук не должен хрустеть. Когда его складываешь, он не ломается. Вот так вот. И сок, видите, капает. Очень вкусно. Это все-таки нам еще. Чесночный, да? Чесночный, да? Чуть-чуть. Ага. Ты же спал. Нет. Так, я не понял, вы что, все хотите молочный коктейль? Да, чё? Вы его выпьете? Да. 400 миллилитров выпьете? Да. И что по итогу получается? То есть приехать на море, сесть в чебурек, искупаться. Море очень шикарное море просто. В принципе, по большому счету, что еще нужно? Дети ждут свой коктейль. Младшая самая первая, потому что, не дай бог, она первая не получит, будет скандал. Такие вот чебуреки. Все очень вкусно. Я штуки 3 съел вообще. Это для меня 3 или даже 4, по-моему. Обязательно приходите, попробуйте. Вот такая вот дорожка к морю идет.